В нескольких школах Северной Осетии в этом году откроют секции по самбо. Единоборством смогут заниматься в учебных заведениях Пригородного и Иравского районов, а также во Владикавказской 27-й школе. Вводят новый предмет в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». К нему уже присоединились 44 субъекта страны, в том числе наша республика. Сейчас занятия физкультурой нового формата уже практикуют в 5 школах Северной Осетии. Как сегодня проходит обучение, расскажет моя коллега Алана Тамаева. Урок физкультуры для Игоря Колеева не просто работа, скорее призвание. Занятия самбо он проводит уже более 5 лет и совершенно бесплатно. Теперь борьбе учат еще и в рамках школьной программы. Уверен, что единоборство – это не просто вид спорта. Это философия, которая воспитывает человека. У любого вида борьбы начинается все изучение с разминки, кувырки, страховки. Только потом начинается изучение всяких там приемов и так далее, и так далее. То есть человек должен научиться кувыркаться, падать, чтобы ему не было больно. Федеральную программу «Самбо в школу» начали еще в 2015 году. Сегодня в проекте участвуют 44 образовательных учреждения страны, 5 из них в нашей республике. К осени этого года их число планируют увеличить. Этот проект министерство реализовывает совместно с Федерацией самбо республики и с общественной организацией «Самбо Осетии». У этого проекта есть серьезное методическое сопровождение, то есть наш Республиканский институт повышения квалификации работников образования и Северо-Осетинский педагогический институт работают совместно над этим проектом. В пединституте для преподавателей физической культуры и спорта уже включен с этого года модуль по самбо. И что хочется отметить, что министерство будет и в этом, и в следующем году стараться расширять количество пилотных площадок и увеличивать количество детей, вовлеченных в здоровый образ жизни. Внедрять единоборство с первых классов необходимо, говорят в школе. С самого детства ребята, пусть и неосознанно, но учатся дисциплине и стремлению к саморазвитию. И результаты тренировок видны уже сейчас. Увлечь первоклашек сложно, но здесь ребята не отвлекаются ни на минуту. Занятия проходят в формате игры. Разминаются дети почти как настоящие самбисты. Урок физкультуры теперь один из самых любимых. Самбо, ко всему прочему, развивает физическую активность. Энергия, которая скапливается у школьников во время уроков, с пользой растрачивается в спортивном зале. Образование возвращается, и вообще вся страна возвращается к реалиям сегодняшнего дня. Это возрождение ГТО, возрождение всероссийских движений школьников и, самое главное, возрождение самбо. Самбо – это своего рода вот такое направление, это целая философия, да, это важное направление воспитания детей, это прежде всего патриотическое воспитание, которое включает в себя глубокий смысл и смысл совершенства самого себя, смысл, наверное, умения полной организованности. У школы уже есть свои победители. Ученики начальных классов занимают призовые места в турнирах по всей России. Останавливаться не собираются. Я хожу на секцию самбо. Я хочу стать таким же, как и Путин. Он раньше тоже занимался самбо, дзюдо. Я таким же хочу стать. Мы выступали на различных соревнованиях. Мы выступали в Волгограде, в Элисте, в Беларусь выезжали, в Подмосковье. Я буду тренироваться и таким же стану, как и Путин. Самбо планируют в республике сделать более популярным видом спорта. В перспективе несколько республиканских турниров, ближайшие в октябре этого года. Алана Тамаева, Алан Суанов. Новости Осетии.